Путин просит переговоров, подростки идут на штурм, депортация из США началась, кого выгонят первым, обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Великобритания не дала российским шпионам отрезать себя от интернета. Украину могут поделить на несколько частей, какие части и можно ли еще все спасти. Вашингтон становится мировой столицей криптовалюты. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Украину могут разделить как Кипр. Немецкие медиа публикуют прогноз возможных сценариев дальнейшего развития ситуации. Журналисты выделяют 4 основных варианта, которые могут ждать страну. Договориться не удастся, и Украина столкнется с затяжным конфликтом без подписания мирных соглашений. В Украине может быть создана демилитаризованная зона по корейскому сценарию с разделением страны на 2 части. Территории Украины могут быть разделены по кипрскому сценарию, что приведет к замороженному конфликту на долгие годы. Украина может получить гарантии безопасности через вступление в НАТО. И совсем непонятно, как может выглядеть соглашение между странами, если Россия считает оккупированные территории своими, а Украина хочет получить их назад. Поговорили с экспертом о том, какой из предложенных планов более вероятен и по какому пути будут развиваться события. Обсудили это с руководителем Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеславом Потапенко. В Корее воевали войска Соединенных Штатов Америки лично, притом они имели мандат ООН. То есть ситуация совершенно другая. Дальше. Зона миротворческая должна быть согласована с 2 сторонами, если она миротворческая. А если войска стран Евросоюза хотят поучаствовать в войне, то им никто не мешал это делать и в 22-м, и в 23-м, 24-м, 25-м, и любых из годов. И они могут это делать и сейчас, но они этого не делают. Что касается НАТО, были прямые заявления на Вильнюсском Вашингтонском саммите о том, что до окончания боевых действий подписание таких договоров не имеет смысла и не планируется. И избранный президент Трамп подтвердил эту ситуацию. Поэтому мы пока имеем первый сценарий. И пока все. Если не поняли с первого раза, то Путин готов к переговорам. Всего лишь стоило сказать ему, потом повторить Пескову и потом снова ему. Вдруг кто-то услышит. Мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. То если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. И Путина таки услышали. Андрей Ермак, глава офиса украинского президента, говорит, что так не работает в современном мире. Он хочет договориться о судьбе Европы без Европы и стремится говорить об Украине без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому или его вернут. Кто наведет порядок и кто найдет логику, пишите в комментарии, в чем ее суть. И, в принципе, свое мнение о том, будут ли переговоры в ближайшее время. Не сдерживайте себя. А мы поговорили об этом с руководителем Центра внутриполитических исследований Вячеславом Потапенко. Для него выгоднее отвечать, что он готов идти на переговоры, по сути, выставляя определенные условия, которые будет сложно принять украинскому руководству. Трамп предложил, он согласен. Но те условия, по которым он предлагает, насколько я понимаю, украинское руководство на сегодняшний день на них не готово. И то, что показывают опубликованные социологические исследования, оно тоже свидетельствует о том, что, в общем, значительная часть граждан тоже с этим не согласны.
Маловероятно, что нету контактов и каких-то консультаций на уровне посредников, спецслужб и так далее. Я уверен, что они были и предполагаю, что они есть и сейчас. Оккупанты отправляют на мясные штурмы подростков. На просторах интернета появилось видео, где молодой участник так называемой спецоперации откровенно рассказывает о своих так называемых успехах. Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии вернули. 300-го. Из 50 человек, 49 было все 200, и один 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, вы сейчас в госпиталь увезли, подъемные вам скинут, и все. Я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные, 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Но, наверное, обманывает, да? Ведь добровольно контракты подписало за год почти 500 000 человек. По версии запасного президента РФ, во всяком случае. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны, в прошлом году она исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Кто-то тут точно врет, но не верить Медведеву же поводов нет, правда? Депортация из США началась. Самая масштабная акция по высылке нелегальных мигрантов. Первые сотни человек уже вывезены армейскими самолетами, сообщает Белый дом. Президент Дональд Трамп ранее заявлял о планах выдворить миллионы мигрантов, находящихся в стране незаконно. Президент Трамп отправляет решительное сообщение всему миру. Если вы нелегально въедете в США, вас ждут серьезные последствия. Депортации стали частью ужесточенной миграционной политики администрации Трампа, направленной на борьбу с нелегальной миграцией. Этот шаг вызвал как поддержку сторонников президента, так и резкую критику со стороны правозащитников, которые называют такие действия бесчеловечными и противоречащими международным стандартам. Вашингтон станет центром криптовалютного мира. Во всяком случае, этого хочет Трамп. Дональд Трамп, ранее известный своей критикой криптовалют, совершил резкий разворот. Он подписал указ, направленный на поддержку криптоиндустрии в США. Создана рабочая группа, которая займется разработкой нового регулирования для цифровых активов. Планируется изучить возможность создания национального запаса биткоинов и других криптовалют. Трамп также запретил создание цифровой валюты Центрального банка, подчеркивая приверженность децентрализации. Эти шаги направлены на укрепление лидерства США в сфере криптовалют и искусственного интеллекта, по крайней мере теоретически. Трамп раньше обещал сделать США мировым лидером в криптовалюте, предлагая создать президентский консультативный совет по вопросам криптовалют и даже национальный запас биткоинов предлагал создать. Теперь он выполняет свои обещания, стремясь превратить США в криптостолицу планеты. Ну и еще одно нововведение. Транс-женщин отправляют в мужские тюрьмы. Дональд Трамп продолжает закручивать гайки в вопросах гендерной идентичности. Новые правила предусматривают то, что транс-женщины будут отбывать наказание в мужских тюрьмах. При этом в местах лишения свободы запрещено предоставлять медицинские услуги, связанные со сменой пола. Ранее Трамп заявлял, что в США будут признавать только два гендера, мужской и женский, а сегодня стало известно, что Госдепартамент прекратил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также оформление документов с указанием X в графе «пол». Атака на еще один кабель сорвана. Королевские ВМС остановили российское судно-шпион «Янтарь», которое занималось сбором разведданных и составлением карт критически важной подводной инфраструктуры в Великобритании. Проще говоря, хотели перебить кабель связи архипелага с материком.
Сегодня я также хотел подтвердить Палате представителей, что я разрешил подводные лодки Королевского флота в качестве меры сдерживания всплыть рядом с Янтарем, чтобы дать понять, что мы тайно следим за каждым его шагом. И я также хочу, чтобы президент Путин услышал это послание. Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы настроены на решительные действия для защиты нашей страны. Подобные инциденты уже случались в Балтийском море, после чего НАТО начали операцию «Балтик Сентри» по охране кабелей, проложенных по дну. Репортеры без границ обвинили Лукашенко в преступлениях против человечности. Международная организация подала иск в Международный уголовный суд. Лукашенко обвиняют в преступлениях против человечности, связанных с систематическим преследованием журналистов в Беларуси. Согласно данным Белорусской ассоциации журналистов и репортеров без границ, с 2020 года журналисты подвергались арестам 589 раз. На данный момент в тюрьмах остаются 43 представителя прессы, включая Марину Золотову, главного редактора крупнейшего белорусского портала «Тутбай». Беларусь продолжает удерживать позиции одной из самых опасных стран для работы журналистов в том мире, в котором есть Афганистан. Международные организации настаивают на привлечении Лукашенко и его режима к ответственности. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.